Со времен Адама и до наших дней люди ищут друг друга, чтобы создать семью. Наверное, каждый может вспомнить, как его родители говорили: «Не торопись жениться, не спеши выходить замуж». Аргументами подобных утверждений выступают чаще всего неоконченное образование, отсутствие стабильной заработной платы, жилья и так далее. Проблема ранних браков очень актуальна для нашего общества. Она также является одной из основных причин высокой детской и материнской смертности в республике. Эта проблема болью отзывается в сердцах людей, поэтому она не осталась без внимания главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Volk was kita zudial foto izut qabi ismoeto izut don shi qab shi bolha wa di shadi shakhil tialechi is don ta я понимаю так его ждёт да всех zudial la shalal zudial in don is denen ga qabax zut don or the whole das nas don qab warda don dayout dukun yuko don bagayta jolat sabah sto yamar yani so don 10-15% don sraz sabah kabukh sraz don كور ماشي وليز ده استعدون مظبوط شوق دون بد كنترول حاله سيدون الاستاذ دون ما بدي هذا ودو دون خلاص استيع اصلا اكسنتي ده اسمه سيكريتان دون خلاص وين حقيقي يوع يداي بقدات يوع ويتشني اللي تسيا اللي يوع وريتش كوش كل وريتش كاتش كل يعني دون يو خان وي بيلغا يا خان دون بدي تشوت اشوت سباق يوع دون ما لي يا خان دون مول ما من ولتك سبراو كيل الدينادو تشدل حدونا إز دون يوحدونا أس إستيتسيت هو وقت بين واخد ببرت إز لربا بوت البو يهون أجوا بروست تاك نكاين ولا تدستون برت مني برت دون شك بعد بيسا يدينا ألي دون شو ولنا شو لرو بدروات هو دون ملدوش ولا كزاني كده سون وين خلق داك يا أخي خلق وتأي بين ببرت По словам Рамзана Ахматовича, необходимо улучшать качество медицинского обслуживания населения, в частности, повысить квалификацию врачей-педиатров. Он также призвал богословов вести разъяснительную работу с населением. ويسردني أبشي أبرزواني شرقي يحقن سردني صحيت كلاس هو يمفتح ليوش كده صحيت كلاس يحقن بارمع يزود بير داسع ويمفتحه إماري دغرة بيحكم بدو دغ ميجر دولش داتش ثم أخبأ ميجر داتس سوزاغ ونيوبا ويرتن إيوع يا إتباغ ميجر داتس سوزاغ ونيوبا إيوع يجريتن ميجر داتس إذا بتشح أمره إذ مسألة قوش لديجدو مسألة أخا شخص ديجدو وزاغلو اليوكي اللي يشبوش داخل دوقا هم شبوه تيوكا بقلو بيانا وكل كورت بيانا وزاغلو اليوكا يرش الجوعية دقاتش البوخة بيانا بيسخل آغو خلال كدو كورت تقاري دلوختن ويوكا يموضعون آلشا ويسخل صوب دال حريق للجميع اليوم كوهيريو وكيف قياقي وشغل هذا خلنا ندور بار سيدي قالوش أشوف سؤال داعي حيقل ويتسخل يسخل الوش ده على البيض ويوي هيز أصعد يوم زمن شو خذ ويش يزود بيش ويهورنا يعري بوش يعري خذ قارن بوخو خذ أسكي برديون ويعارش بين خذ قيابين خناق تبع ويدعو غير Кто-то слушает родительские советы, рекомендации взрослых и предпочитает сначала встать на ноги, а кто-то наоборот, действует вопреки их мнению. Об отношении молодых людей к ранним бракам мы узнали, проведя опрос. Ранний брак – это плохо. В 13 лет замуж выходить, я думаю, не стоит. А вот запрет на ранние браки, хорошо, что есть такой запрет, и я считаю, что это очень хорошо. Вот, выходя замуж в 13 лет, вот, не думая о последствиях, о дальнейшем жизни, поступают
поступают очень нехорошо. Вот я думаю, что это неправильно. Как известно, ранние браки в большинстве случаев заканчиваются очень плохо. Я поддерживаю полностью, что рано замуж уходить и жениться не стоит. Нужно определиться в жизни, скорее всего, получить образование, а потом уже решать, заводить ли семью или нет. Что же такое ранний брак? Юридически это союз, заключенный молодыми людьми, не достигшими совершеннолетия. Но существует также медицинский аспект, когда брачующиеся не готовы к такому шагу физиологически. Что же касается психологического аспекта данного определения, то он не привязан к возрасту. Человек может быть взрослым физически, но морально он пока не готов вступить в брак, взвалить на себя такой груз ответственности. Свадьба. Об этом волшебном дне, в котором много гостей, подарков и цветов, особенно мечтают девушки. Им не терпится побыть в белом платье и хотя бы на один день превратиться в сказочную принцессу. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, то те, кто еще вчера были детьми, сегодня вступают на порог совместной жизни, совсем не представляя себе, с какими трудностями они могут столкнуться. Рутинный быт, забота о материальном обеспечении семьи и безнадежная нехватка времени. Возникают взаимные упреки и ссоры, а в конечном же итоге страдают дети. В этой суете будущая или уже молодая мать совсем забывает о своем здоровье, о необходимости постоянного медицинского наблюдения и даже контроля. А между тем Минздрав предупреждает. Много врожденных аномалий у нас, несостоятельностей. Это все влияние, может быть, скорее неорганизованности женщин, их незнание всей серьезности воздействия, состояния женщины, неумение во время беременности уделять себе настолько внимания, а может быть и возможности нету, чтобы сохранять в таком состоянии свой организм, чтобы воздействие было негативное, минимальное. Организм девочки незрелый, он не способен сопротивляться вот этим всем серьезным нагрузкам, которые связаны с беременностью. Все органы функционируют с удвоенной нагрузкой, и, естественно, происходит срыв. И статистика имеется такая, что в родах осложнения у девочек юного возраста они встречаются в 2 раза чаще, чем в среднем среди другой популяции. Послушав и услышав все это, хочется обратиться к тем, кто же принял ответственное решение и решил вступить в брак. Обдумайте причины и последствия ранних браков. Если вы не знаете, зачем вы создаете семью, то вы еще не готовы к супружеской жизни. Но чтобы вообще не отбить желание у молодых людей создавать семьи, напоследок хочется сказать. Конечно, последствия ранних браков в основном плачевные, но есть и счастливые примеры семейной жизни, когда супруги здоровы, учатся, строят свою профессиональную карьеру, растят детей, и при этом у них все хорошо и прекрасно. Искренне желаем, чтобы у молодых семей нашей республики все было именно так.